Зовут меня Чубрик Сергей, приехал я из Минска. Привез на эту выставку цимбалы, дуды, колесные лиры белорусские, все традиционные инструменты. Тут вот можно видеть у меня две модели цимбал. Одни цимбалы это сделал я с нуля, это полностью новодел, сделаны пару лет назад. А вторые цимбалы это традиционные, были сделаны в 50-х годах. Вот. Полностью аутентичные, не ремонтированные, все как есть на самом деле. Вот, они играли на них примерно до 70-х годов, пока был еще жив сам цимбалист. Потом они достались мне, эти цимбалы, полностью рабочие. Да. Просто я не советую играть на старых цимбалах, потому что они уже немножко свое отжили. Это уже дедушки, им нужно покой. У них чаще всего все треснутые деки. И если поиграть, то настроил, поиграл и обратно спустил струны. Так можно. Но, как вот, допустим, вот эти постоянно стоят на натяжении, не советую, потому что если взять суммарное все натяжение струн сложить, то получается больше тонны. То есть можно представить, что такое тонна, и вот на этих вот деревяшках все держится. Поэтому нужно очень аккуратно относиться к этому. Этот инструмент был связан непосредственно с традицией белорусской музыкальной. И неспроста он стал нашим национальным инструментом. Конечно, может быть, еще не только цимбалы могли бы быть национальным инструментом, но и скрипка. Но скрипка, она такая достаточно космополитичная, там, и во всех странах она участвует. А цимбалы, они очень хорошо подчеркивают нашу культуру, всю музыкальную. Не только миномиты цимбалы, инструменты еще и другие. Просто цимбалы, они вписаны в белорусское, наверное, ни одно белорусское веселье, оно не проходило без цимбал. Невозможно, наверное, представить веселье без цимбал. Когда музыканты были хорошие цимбалисты, то их и заказывали, и приглашали из других деревень играть на свадьбах. Да, эти цимбалы — это полностью моя работа. Тяжко делать все абсолютно, не только цимбалы. Есть определенные трудности. Самая основная трудность — это в том, чтобы они хорошо звучали. Подобрать хорошее дерево, правильно расположить элементы все. Тут постоянно такой момент поиска экспериментов проходит. Каждый цимбал, они звучат по-разному. Но невозможно предварительно угадать, что вот эти цимбалы будут звучать хорошо, а эти плохо. Вот когда уже струны натянул, начал играть, только потом это понятно становится. Вот в этом самая сложность, наверное. Уловить тот момент, который невозможно никак уловить, которого не знаешь до того, как цимбалы до конца соберешь и натянешь струны. А так, по сути, это столярное изделие тоже. Нет, на самом деле, наверное, их уже практически нету. Есть один цимбалист, который живет в Вилейке, Иван Волынец, но он не мастер, он музыкант. Играет на цимбалах. Именно на такой модели, не современной, где хроматических цимбалах, а именно на дитонических. Но он не мастер. А мастеров уже все. У нас эта традиция, я ее не застал уже, эту традицию. Еще бы лет, может, 20 назад можно было этому поучиться, а уже нет, у мастеров не получится. Вот. А то, что делают, допустим, современные цимбалы, они другие. Там не стоит смотреть на них. Это другое. Нужно ту модель, в принципе, не брать за основу, а что-то искать именно в источниках. Самый лучший для меня учитель в цимбалах — это музейные экспонаты. И зачастую те экспонаты, которые уже разбиты, разломаны, не имеют такую выставочную ценность, но зато в них полностью видно все устройство. Можно снять деку, посмотреть, как там все расположено. Вот с этого я учусь сейчас. Конечно, если бы были эти традиционные мастера, это было, конечно, большой бы плюс. Возможно, познал бы гораздо больше, чем то, что я делаю. Потому что то, что делаю, может быть, мне потом через пару лет окажется, что все-таки я немножко не так делаю. Да. Мне что, не у кого спросить. Да, я их продаю, мои цимбалы. Это пока что это немного людей, желающих на таких играть. Но, скорее всего, это потому, что еще очень новая вещь. Люди, даже которые всю жизнь проиграли на цимбалах, видят такие цимбалы, и они не совсем понимают, что это такое. Иногда говорят, что это гусли. То есть это я слышу от цимбалистов, которые всю жизнь на них учились играть. Пока что эти цимбалы осели в таком фольклорном обществе. Кто понимает, что это такое.
Ну и потихоньку, я думаю, вот, чем больше люди будут интересоваться, видеть такие инструменты, что они есть. Потому что их буквально до там, еще лет 5 назад я, в принципе, нигде не мог встретить, чтобы кто-то делал такие цимбалы. Наверное, я их первый начал делать, такие цимбалы. Это вот именно такую модель. У меня тут, допустим, есть две дуды. Они принципиально разные. Ну, не принципиально разные. Это и то дуда, и то белорусские инструменты. Но они немножко просто отличаются стилистикой. Как, допустим, есть в одежде строи разные, каждого региона. Так и в музыкальных инструментах тоже есть какие-то различия. Там у одного роговень более вытянутый, у другого закрученный. Вот. Это их немножко отличает регионально, но по сути это один и тот же инструмент. То есть это, между ними нет разницы. Приписки какой-то национальности, это все белорусская дуда. Вот, привез еще колесную лиру. Что это такое здесь вверху? Колесная лира — это, можно сказать, струнно-смычковый инструмент. Хотя тут смычка нету, но это смычковый инструмент. Тут смычок, он немножко даже как бы это самый первый вид смычка, когда он находится в виде колеса. Это бесконечный смычок. Вот, то есть колесо выполняет функцию смычка. Вращается колесо, трется по струнам и клавишам. Получается, это струнно-смычково-клавишный инструмент такой. Беларусь на этом крае? Да. А в Беларуси это исчезло достаточно давно, где-то как и дуды, так и исчезли и лиры. И оно связано уже с традицией старцев, которые ходили по деревням и пели песни под лиру, под аккомпанемент лиры. Вот. То есть лира, она, в принципе, без песни она не существовала никогда. Вот. И когда вот эти вот старцы у нас пропали, как бы этот класс населения, класс культуры, тогда пропали и лиры. Ну, это было еще до 20 века. Ну, еще как бы встречалось, что мне говорили люди, что после войны еще ходили лирники, но они уже шли с Украины к нам. Это еще вот Полесье, эта часть Беларуси. Ну, лира, наверное, самый дорогой инструмент. Они стоят там, от $900. Это самый сложный инструмент. В ней работы очень много. Это очень тонкая работа. Там механизм, он такой. Там очень много мелких элементов. И все эти элементы, они должны работать очень четко. Если там где-то какой-то перекос будет небольшой, то сразу это будет минус сказываться на игре, на неудобстве игры. Это, если сравнивать дуду, цимбал и лиру, то лира — это самый сложный по изготовлению инструмент. Вот. У нас в Беларуси лир достаточно много в музеях осталось. Чаще всего они в фондах лежат, не в экспозициях. Потому что они такие побитые, и отклеенные, отломанные, что-то в них есть. В общем, такой вид непрезентабельный, поэтому они в фондах все хранятся. Езжу по музеям, по фондам, договариваюсь с хранителями, смотрю экспонаты, вот лиры, делаю чертежи, потом по ним делаю, да, именно белорусских. Сложновато, проще джинсы продавать. Потому что инструмент — это вещь не первой необходимости. Без него человек может обойтись. Если бы это было настолько востребовано, как гитара, которая про гитару знает каждый играет на ней, то да, тут даже китайские гитары не ставят конкуренцию гитарным мастерам, которые вот, в Беларуси там где-то еще работают. Это достаточно узкоспециализированная такая отрасль музыкального бизнеса, если так сказать. Их не так часто заказывают, эти инструменты. Нет, богатым на них не станешь, это однозначно. Ну, деньги будут, вот, это будет нормальная работа. Вот. Я, в принципе, так, хотел бы я, на самом деле, чтобы это была моя работа, основной инструмент. Когда я играю на цимбалах, цимбалы для меня — это вальс. Вот. Это вальс, это мазурка. Вот. У меня такой образ возникает сразу. И когда, допустим, я играю хорошо, мелодия идет сама, то я в голове вижу, как у меня танцуют люди мазурку либо вальс. Когда я играю на дуде, это полька. Это что-то быстрое, веселое.
это был вальс. Такой вот мелодия. Вот такие вот импровизации под песню всякие пели на этих на лирах, играли. Но в лире главное, в первую очередь, это голос. Вот. Бывает так, что лирник пел песню, а под лиру только тянул одну открытую ноту. Где-нибудь там раз, вот, изменил. Вот и вся мелодия бывала и такая простая. Главный сюжет, самый главный сюжет того, что он пел. Вот это ценилось. В Беларусь колесная лира, она пришла достаточно поздно. Это уже, наверное, можно сказать, тогда, когда она в Европе уже начала исчезать, то она только пришла в Беларусь. Она у нас тут не совсем успела развиться. Ну, как бы ей не нужно было развиваться до инструмента, на котором играли танцы, до какого-то там танцевального инструмента. На ней было достаточно мало нот, простой вид, эргономичная форма, но она все равно, даже несмотря на свою простоту, она полностью отвечала всем потребностям. То есть она и не должна была быть у нас, именно на наших территориях, каким-то там инструментом, который бы попал в светское общество. Она была на своем месте, и как бы все сложилось так, как сложилось, я считаю. Вот. А родимая есть? Это, наверное, какой-нибудь Ближний Восток, и то не в таком виде, как мы ее сейчас видим. Это больше похоже что-то на скрипку, когда тут она просто прошла очень большой путь, то есть от Ближнего Востока через страны Западной Европы и попала к нам. Вот такой путь она прошла. Вот. И уже как бы на себя нацепила какие-то образы всех этих вот стран, всех культур, и пришла в таком виде, каком она у нас есть. Но у нас появились тоже свои определенные черты. У нас появился такой завиток скрипичный. Как бы в странах Европы такой завиток не встречается. У нас появились всякие узоры традиционные. Вот эта вот коробка такая мощная появилась у нас. Ну, в принципе, она тоже вот на Украине встречается такая. Самая близкая к нам лира колесная вот со всех стран это украинская лира. Они, в принципе, почти не отличаются.